Хейрли кишкадырды дуслар. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы находимся в штабе татар, и сейчас мы узнаем ответы на самые горячие темы в татарском штабе. Скажи, пожалуйста, как ты попал в штаб и какие у тебя о нем впечатления? Меня сюда привела знакомая из моего вуза, из землячества татарского МПГУ. Но впечатление, конечно, только самое положительное. Вот. Тут и можно найти своих единомышленников, с которыми приятно общаться, можно обсудить любые темы, и в том числе поговорить на татарском языке. То есть, исходя из того, что ты сказал, ты хочешь себе татарку, правильно? Ну, хотелось бы, да. Скажи, пожалуйста, какие требования к тому, чтобы стать твоей будущей супругой? Возможно, кто-то заинтересуется. Красивая, понятно, да? Добрая, спокойная, хозяйственная, любила детей и могла всегда поддержать в любую минуту своего мужа. Что ты готов ей дать взамен за это? Прежде всего, любовь, заботу, тоже в ответную, материальные блага. Регина, скажи, пожалуйста, как ты попала в штаб? Я попала в штаб по знакомству. Меня привела сюда моя подруга-сестра Айша. Какие у тебя впечатления о штабе? Мне очень нравится. Я уже с первой встречи познакомилась, мне кажется, почти со всеми. Но здесь каждый раз приходят новые и новые люди. Очень нравится. Гульнара, все-все-все ребята. Очень красиво, так много картин. Очень нравится. Первый вопрос. Как вы попали в штаб? По приглашению друга я сюда пришел и был очень рад. И твои впечатления о нем? Супер. Я продолжил ходить, и мне все нравится. Мне рассказали подружки, и впечатление — это самое лучшее душевное место в Москве. Вот, татарское. Друг говорит: хочешь вкусно поесть? Я такой: можно. И вот и здесь. Как ты попал в штаб и какие у тебя о нем впечатления? Я попал в штаб 4 года назад. О нем мне рассказала моя председательница моего университета МГТУ имени Баумана. Вот. Мы вместе пришли, и я познакомился с большим количеством новых ребят. Мне очень не хватало, живя в Москве, вот чувства, что татар, уюта домашнего. И когда я сюда пришел, я это увидел. Я очень люблю петь и слушать татарские песни. Так что я здесь почувствовал себя как дома. Привет, Лилия. Скажи, пожалуйста, как ты попала в штаб? Я сначала узнала про татарские новогодние вечеринки от штаба и уже узнала про то, что есть. И там познакомилась с людьми, которые часто ходят в штаб. Они спрашивали, откуда ты не знаешь про штаб. Всяко удивленно об этом говорили. Подсказали мне про штаб. И от ребят я это узнала и пришла года 3 назад. Итак, Салим, скажи, пожалуйста, как ты попал в штаб и какие у тебя впечатления о нем? Познакомила меня с штабом Лейсан. Передаю тебе привет. Она являлась тогда главой нашей татарского землячества в МГУА. И вот таким образом я познакомился с штабом. Это было в феврале этого года. Марсель, скажи, пожалуйста, как ты попал в штаб и как тебе тут нравится? История начинается с 2020 года, когда я переехал в Москву с Уфы. Благодаря своей матери я попал в штаб, кстати. Она следила за соцсетями, нашла штаб татары и рекомендовала, говорит: подпишись, напиши. И тогда я помню, как только я приехал в январе, сразу же написал Гульнаре в личку. Ну и, собственно, с тех пор я тут. Конечно же, как может не нравиться, здесь родная культура. Мы можем также общаться на татарском языке, да, то есть свои люди, как-то сближает это, сплочает, свои родные песни петь. Скажи, пожалуйста, какой твой идеальный типаж твоей будущей женщины? Главное, чтобы с человеком было приятно и замечательно, а все остальное, как получится. Загадывать в этом плане, я считаю, глупо. Тебе важно, чтобы она была татаркой? Так точно. Если представим ситуацию, что она полностью подходит под твои идеалы, но она попросит на махар, допустим, квартиру, машину, что-то довольно дорогое, ты готов ей будешь это дать? Этот вопрос можно решить. Скажи, пожалуйста, какой твой идеальный тип твоего будущего мужа? Конечно, честный, порядочный. Главное, чтобы не дева и не рак, а лучше всего Владимир Владимирович Путин. Что ты готов подарить своей будущей жене на махар? Честно, я не хочу отвечать на такие провокационные вопросы, но я бы оставил все, что я имею, потому что что мне еще оставить? Все на нее перепишешь? Да. Что ты готова попросить на махар? Самое главное — любовь, вот, а дальше уже как-то, не знаю, как судьба сложится. Подарил бы и все. Сколько жен ты готов взять? Штук
63, наверное, где-то. Ну, то есть столько махра ты готов заплатить каждый? Одинаково всех любить? Одинаково всеми дорожить? Да, да. Сколько ты готова позволить своему мужу взять жен? Кроме меня никого. Я не готова к такому. А если бы можно было брать много мужей, ты бы взяла? И если да, то сколько? Нет, тоже нет. Не-не-не-не-не. Это каждому нужно готовить, каждому... Не-не-не. Зато сколько они денег приносят? Исходя из того, что ты сказал, ты хочешь себе, скорее всего, татарку, правильно? Ну, слушай, я никогда не загадываю вперед. Конечно, предпочтительнее хотелось бы татарку, но лишь бы человек хороший был на самом деле. Какие еще качества ты хочешь видеть в своей будущей женщине? Хотелось бы, конечно, чтобы взаимопонимание, гармония была прежде всего, да. А там разберемся. А что ты ей готов подарить на махр? Если она тебе прям идеально понравится, на махр. Я не буду сейчас вот озвучивать какие-то моменты. Пусть это интрига останется, а то слишком сейчас прибегут, а то налетят сразу, да? Конечно, в целях самозащиты надо Да. немного оставлять загадку. Что бы ты хотела получить на махр? BMW M5 Competition оранжевого цвета. Что ты готов подарить своей жене на махр? Лошадь, кровать, шкаф, я не знаю. Ты сторонник многоженства или ты больше одну жену хочешь? Я не принимаю многоженство ни в какой форме. И скажи, пожалуйста, что ты готов подарить своей супруге на махр? Что-то действительно ценное, а что точно я пока не могу сказать. Вот когда начну зарабатывать, тогда, может быть, и подумаю. Как ты относишься к многоженству? Или ты однолюб больше? Отрицательно отношусь. Так, девочки, Оскар, пишем ему. Судя по тому, как ты очень по-татарски одета, скажи, пожалуйста, своего будущего мужа ты хочешь тоже татарина? Мне кажется, что это важный будет критерий. Любящий, внимательный, ответственный, заботливый, гордящийся своей национальностью, культурой, знающий татарский язык, знающий свои корни. Ты бы попросила махр? И если да, то что бы ты попросила на него? Да, на никак я бы попросила махр, исходя из финансового положения жениха, понимая, что в его реальных возможностях, и понимая, что махр, он ведь берется для того, чтобы на случай, если вдруг там развод или болезнь, да, страховка, чтобы понимала, что вот на 3 месяца примерно я смогу прожить. Какие качества этой женщины, которые ты хочешь в ней вот видеть, чтобы ты понял, что она та самая? Уверенность в себе, чувство юмора. Она должна быть татаркой. Ты свободен? Да. Разбираем. А если бы твой молодой человек, жених, сказал, что хочет взять вторую жену, как ты отнесешься к многоженству? Нет, да такого не будет. Да как? Надо меня сначала содержать, там невозможно. Не-не-не-не, никаких многоженств. Чтобы одну сначала содержать, такие запросы вряд ли. Как ты относишься к многоженству? Я не знаю, я никогда, во-первых, женатым не был, да? А тем более содержать свой гарем, я не знаю, это, наверное, очень затратно. Татарочки не согласятся на многоженство. Не принято. Ни одна еще не согласилась. Да, у нас из поколения в поколение, я не припомню, чтобы у нас такое было, чтобы у кого-то было много жен. Марсель у нас баянист, певец. Да, еще песни пишу, кстати, кому и на татарском, и на русском, неважно, на английском даже могу написать. Кому нужны песни, обращайтесь, можете через Гульнару, можете ко мне напрямую добавиться. В штабе Татария есть английскими буковками MMUST, это мои инициалы, Марсель Мустаев, да, M-Must, нижнее подчеркивание, Music. Сколько жен ты готов взять, если ты, конечно, сторонник многоженства? Я не сторонник многоженства. Мне достаточно, чтобы была одна женщина в моей жизни, и чтобы мы любили друг друга и заботились, и поддерживали. Теперь расскажите о своем идеальном типе вашего будущего партнера. Я считаю, что любой мужчина должен оставаться мужчиной в любых ситуациях. Именно это, думаю, привлекает. Вот. Это самое главное, мне кажется. Мне не важен знак зодиака, на самом деле. Вот. Твоя душа сама понимает, твоя девушка или нет. Вот. И следующий вопрос. Противоположно, хотела бы ты много мужей? Если все будут соблюдать свой махр, все принесут махр, то любви на всех хватит.
Какие же разные ответы у всех ребят. Приходите в штаб, и вы точно найдете себе вторую половинку. Подписывайтесь на канал Штаба Татар и пишите в комментарии ваши мысли, все, что вы думаете об ответах ребят.